После ДТП жизнь Гульзары Душиновой разделилась на до и после. В течение 4 лет наша героиня научилась жить заново, но уже с приобретенной инвалидностью. Спустя год после аварии она потеряла супруга и осталась одна с 2 детьми. Тогда Гульзара Душинова поняла, что сдаваться – это последнее решение. Сейчас она председатель фонда по защите прав и поддержке лиц с инвалидностью и ведет активную общественную жизнь. Мне потребовалось много времени, чтобы вернуться к обычной жизни. Свое психологическое состояние я вылечила сама. Тогда я поняла, что людям с инвалидностью нужна помощь разных специалистов. И теперь я занимаюсь именно тем, что помогаю особенным людям, потому что нам поддержка необходима, особенно со стороны государства. Многие женщины и дети, в том числе с инвалидностью, не знают, как защитить себя от семейного насилия. Так, сегодня прошло мероприятие, организованное Агентством социальных технологий, нацеленное на информирование о глобальных проблемах, которые каждый день создают препятствия для лиц с инвалидностью. Также рассказать людям с особыми возможностями здоровья, как защитить свои права и какие возможности перед ними открыты в сферах образования, экономики и так далее. Отметим, финансовую помощь в проведении мероприятия оказало представительство ЕС в Кыргызстане. Единственное, что мы можем точно сказать, что группа женщин с инвалидностью является группой, которая испытывает пересекающиеся множественные формы дискриминации. То есть даже на уровне ООН было признано, была такая статистика глобальная дана, что женщины с инвалидностью в 3-4 раза чаще становятся жертвами насилия. И, соответственно, эта группа нуждается в таком особом внимании, в приоритетном внимании. Такого рода мероприятия проводятся по всему миру в рамках 16 дней активных действий против гендерного насилия, для того, чтобы максимально помочь положению женщин и детей с инвалидностью. Наша задача – предоставить этим женщинам и детям доступ ко всем сферам жизнедеятельности человека. По данным агентства, от 40 до 70% женщин и девочек с инвалидностью подвергаются насилию. Поэтому со стороны Министерства труда, социального обеспечения и миграции в регионах страны открыты специальные комитеты по предотвращению домашнего насилия. Если лица с инвалидностью подверглись к семейному или домашнему насилию, они могут обращаться согласно закона о защите граждан от семейного насилия, могут обращаться в кризисные центры. На местах есть комитеты по предотвращению насилия. Также могут обращаться 17 субъектам, государственным органам. Данный проект реализуется в рамках Международного дня людей с инвалидностью, который ежегодно отмечается 3 декабря, и 16 дней активных действий против гендерного насилия, которое стартует 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Дня прав человека. Рахат Батырбекова, Джашил Кысаков, ЛТР Бишкек.